Конец террориста. Как был ликвидирован Степан Бандера, украинского националиста настигли в ФРГ. Арсений Замостинов. 15 октября 1959 года в Мюнхене был ликвидирован Степан Бандера, украинский нацист, способный гитлеровцев, один из самых кровавых террористов 20 века. Подробности в материале известий. Путь нациста. Степан Бандера родился в 1909 году в семье греко-католического священника в Старом Угринове в острове Венгрии. После Первой мировой эта территория отошла к Польше. На 20 лет он вступил в организацию украинских националистов ОУН, запрещена в России. И вскоре проявил себя как честолюбивый и беспощадный террорист с лидерскими качествами, которые, правда, вызывали сомнения многих соратников. На его террористическом счету организация убийств секретаря Советского консульства во Львове Андрея Майлова и министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского, покушение на симпатизировавшего СССР писателя Антона Крушельницкого. Бандера сидел в польских тюрьмах, был приговорен к смертной казни и даже стал виновником раскола в украинских националистических организациях. Он никогда не останавливался перед убийствами недавних соратников и все видел в них опасных конкурентов. Сказывалось наполеоновское честолюбие этого маленького человека, готового бросить в топку миллионы жизней, чтобы стать лидером эфемерного марионеточного государства, сателлита Германии. Но и эти надежды Бандеры не сбылись. Украинские националисты польского извода давно еще до прихода... Что? Да ладно. До прихода Гитлера к власти сделали ставку на сотрудничество с немецкой разведкой. Немцы использовали их в борьбе с поляками, с коммунистической идеологией и, наконец, с Советским Союзом. Ущербность украинского национализма всегда состояла в том, что он сложился на территории Австрии и Польши, о жизни настоящей Украины вожди этого движения имели весьма смутные представления. Они понятия не имели о политической и социальной реальности Киева, Харькова, Днепропетровска, Полтавы. Не желали знать о многовековой общей истории украинского и русского народов. В 1939 году Бандеру завербовала немецкая военная разведка Абвер. Он получил оперативные псевдонимы Баба и Серый, по которым во многом можно судить о внутреннем мире террористов. Эрвин Штольц, один из немецких разведчиков, которые вели разработку украинских националистов, рассуждал. Бандера был энергичным агентом и одновременно большим демагогом, карьеристом, фанатиком и бандитом, который пренебрегал всеми принципами человеческой морали для достижения своей цели, всегда готовый совершить любые преступления. Эти слова Шольц произнес на Нюрнбергском процессе. Перед войной Серый нелегально побывал на Западной Украине, консультируя националистические отряды на немецкие деньги и немецких интересах. Там готовилось нашествие гитлеровцев на Советский Союз. Наша власть должна вызывать ужас. Сразу после нападения Германии на СССР сохранившиеся структуры ОУН начали борьбу против Красной Армии. В условиях военной неразберихи их действия оказались достаточно полезными для немцев. Они выполняли грязную работу. До прихода вермахта бандеровцы захватили контроль над несколькими районами и центрами на Западной Украине. Черной страницей истории была навсегда останется Львовская резня, когда выученики Бандеры устроили многодневный погром на улицах города. На месте расстреливали евреев, их во Львове проживало более 150 тысяч коммунистов, всех, кто симпатизировал советской власти. Бандеровцы объявили о создании украинского государства. Львовское правительство возглавил соратник Бандеры Ярослав Стецко, известный нацистскими взглядами. Но теоретиком уничтожения этнических противников украинцев, в основном не знаю толком украинской культуры, был именно Бандера. Так, под руководством ОУН создавались отряды украинской милиции, которые с первых дней войны занимались карательными операциями. Многие из них позже влились в эсэсовские части. ОУН призывал украинский народ помогать всюду немецкой армии, разбивать Москву и большевизм. Бандера перед войной написал экзальтированную в духе Гитлера директиву о борьбе и деятельности своих сторонников в военных условиях. Русские должны быть переданы в качестве пленных немцам, а более опасные элементы расстреляны. Политические комиссары и известные коммунисты должны быть расстреляны. Наша власть должна внушать ужас. Но немцы больше не пускали вождя украинских националистов на оккупированную территорию. Держали его под присмотром. Почему? То ли берегли его от кульминационной ситуации, то ли считали, что его фанатизм только навредит. Разумеется, гитлеровцы не намеревались помогать украинцам создать эфемерное, незалежное государство. Бандеровцы были для истинных арийцев, такими же недочеловеками, как любые славяне.
Но во время нашествия на Советский Союз украинские националисты оказались для Гитлера полезными идиотами, которые, однако, следовало держать в жестоких рамках. Они считали Бандеру своим верховным лидером. Руководители ОУН не раз утверждали, что подчиняются только ему. И в СССР, и в Польше украинских боевиков, ставших в годы Второй мировой войны инструментом в руках немецкой разведки, называли бандеровцами. Террорист и убийца превратился в символ украинского нацизма, а позже террористического подполья. Кровавый след. Бандере удалось избежать камней подсудимого в 1945 году. Это можно объяснить только тем, что после военной ситуации он был нужен американцам. Бандера обещал создать сеть террористических групп в Советском Союзе. Конечно, он торговался, преувеличивал свое влияние, но в первые годы Холодной войны спрос на такого агента был. Правда, слишком многие не могли примириться с тем, что этот человек безнаказанно ходит по земле. Это в первую очередь родственники убитых бандеровцами евреев, поляков, русских, украинцев. Зато наполеоновских амбиций у Бандеры поубавилось. Он понял, что может рассчитывать только на положение агента западных разведок, который должен был действовать против СССР. Ему приходилось соблюдать конспирацию, особенно после того, как в 1949 году в Советском Союзе Верховный суд приговорил военного преступника к смертной казни. Решение было вполне обоснованным. Бандера делал все, чтобы развязать войну в СССР, главными жертвами которой стали бы обыкновенные украинцы, которым он лицемерно клялся в верности. Он жил по фальшивым документам в Западной Германии, в Мюнхене, соблюдая меры осторожности. К тому же на Лубянке не торопились приводить приговор в исполнение. Нужно было слишком многое взвесить. Бандера имел влияние далеко не на всю украинскую миграцию, а лишь на ее часть, хотя и наиболее опасную. Он возглавлял так называемый провод зарубежных частей ОУН, но власть над этой организацией держалась на американских послах и была зыбкой. А после казни он мог превратиться в мученика. Следовало скрупулезно определить потенциальную опасность, которая от него исходила. Мешался и политический расчет. К середине 1950-х с ОУНовским подпольем на Украине было покончено, и нужно было поставить в финале этой борьбы восклицательный знак, чтобы ни у кого, ни в нашей стране, ни за ее пределами не было сомнений, что на советской Украине отныне все спокойно. Казнь Бандеры должна была показать, что противостояние завершено. КГБ посчитали, что после венгерских событий 1956 года, когда в этой восточноевропейской стране под угрозой оказалась политическая система, созданная при помощи Москвы, наши стратегические противники могут мобилизовать силы для тайной войны для территории Украины. В этой схватке разведок Бандера мог бы сыграть заметную роль, и не только символическую, а значит пришло время форсировать операцию по устранению человека, за которым так уже давно тянулся кровавый след. Задание выполнено. 15 октября 1959 года в Мюнхенскую больницу доставили тело некоего Штефана Попеля. Он умер от ран в медицинской машине. Причины смерти, которые поначалу фигурировали в деле, паралич сердца и травма черепа. При нем нашли пистолет, вызвали полицию. Следователи быстро установили истинное имя умершего — Степан Бандера. После тщательного осмотра стало ясно, что он был отравлен цианистым калием. Появилась гипотеза о самоубийстве загнанного в угол террориста, а также о секретных операциях израильской, польской или советской разведки. Расскажем наиболее достоверную версию. В 1950 году, а может быть и раньше, органам безопасности СССР удалось завербовать активиста ОУН Богдана Сташинского. Он участвовал в боевых операциях против лесных подпольных террористических групп, скрывавшихся на Западной Украине. Некоторое время Сташинский присматривался к Бандере, бывая в Европе под различными фамилиями. Участвовал в мероприятии, на котором присутствовал террорист. Для устранения Бандеры разработали специальное секретное оружие — двуствольный цилиндр с пружиной и спусковым механизмом, заряженный ампулами с цианистым калием. У Сташинского имелось противоядие смертельно опасных ядовитых воспалений. 15 октября 1959 года, после полудня, агент занял позицию на площадке многоквартирного дома в Мюнхене, в котором жил Бандера. Свое оружие он завернул в газету, не вызывая подозрений. В тот день Попель Бандера вернулся домой один без охраны, со сверком мелких покупок. Сашинский поравнялся с ним и хладнокровно пустил прямо в лицо старому террористу ядовитую струю. Выходя из дома, не оборачиваясь, он услышал, как Бандера упал на каменный пол. Сташинский выполнил задание, благополучно вернулся в СССР, получил награду. Это была важная операция. После нее военные преступники времен Великой Отечественной крепко поняли, что бросаться в омут разведывательных игр против Москвы — дело опасное, лучше постеречься. Устранение Бандеры, как рассчитывали наши разведки, внесло разлад в круг украинских иммигрантов-националистов. Включиться в серьезную диверсионную борьбу они больше не смогли. То, что Бандера в последние годы превратился в знамя украинского национализма, не только преступно, но и абсурдно. Слишком уж мелко он был фигурой, не оставил ни одного политического наследия, ни победных традиций. Только подпольная работа на немецкие и американские деньги, только террор и череда неизбежных поражений. Убийства, мечты о новых кровавых преступлениях. Так прошли для Бандеры 3 десятилетия в политике.
То, что в городах современной Украины его именем называют улицы и открывают по военному преступнику монументы, величайшее беспамятство и самообман, которое будет дорого стоить украинскому народу. Впрочем, Бандера при жизни принес ему немало бед. Автор, заместитель главного редактора журнала «Историк». С днем рождения, Дум. Кахачмо.